Рассвет в России. Для всех в России рассвет начнется, когда материально жить каждый будет лучше, экономика в целом поправится, и у каждого в отдельности достаток будет больше. Все окружающее материальное зависит от духа и осознанности человека. Пусть даже так, да толку-то от философий мудрых, когда есть хочется или одежды нет. Осмыслить нужно, от чего все это происходит. Каждому осмыслить, самому. И не искать виновных вне себя. Лишь изменения в себе изменят все вокруг, достаток в том числе. Согласен я с тобой, не сразу все поверить в это смогут люди. Но ведь Анастасия и сказала, без нравоучения надо просто людям показать. И показала. Тебе теперь исполнить нужно предначертанное ею. Тогда через 3 года большие, маленькие, забытые, заброшенные поселения Сибири, где старики одни, к которым не стремятся дети в гости, богаче станут и во много раз. В них жизнь ключом забьет, и многие вернутся дети. И дальше много еще она преподнесет, раскроет тайны многие, вернет первоистоков знания и способностей людей. Россия будет богатейшей страною, и сделает она так для того, чтобы доказать духовность, знания первоистоков значимее, чем технократии потуги. В России новая взойдет заря над всей землею. И что же я должен сделать, чтобы было так? Ты тайну первую раскрой, тебе поведанную внучкой. Ты в книжке расскажи, как масло нужно получать, целительные из ореха кедра. И ничего не утаивай. Во мне так все вдруг возмутилось внутри, что даже в горле дыхание перехватило. Я сидеть не мог. Вскочил. С чего? С чего вдруг я должен это делать? Для всех. Бесплатно? Любой нормальный человек меня за идиота посчитает. Я экспедицию сформировал, вложил в нее последнее, что было. Теперь фирма разорена. Просила книжку написать Анастасия. Я написал. И квиты мы теперь. Стремления ваши, философия не очень-то понятна мне. Я просто излагаю их, раз так пообещал Анастасии. А вот про масло все мне ясно. За него теперь я знаю, сколько можно получить. Технологию по маслу никому я отдавать не буду. Немного денег соберу от книжек и сам начну его производить. Мне надо все восстановить. И теплоход вернуть, и фирму, ноутбук купить, чтоб следующую книжку набирать. У меня дома нет теперь, жить негде. Хочу купить передвижной прицеп жилой. А как разбогатею, памятник хочу поставить офицерам российским, живым еще, но со смертельно раненной душою. Душу их бездушием своим мы разрывали в разные времена, над честью и совестью их надругались люди. Те люди, за которых в бой шли офицеры всех времен. Пока вы там, в лесу, спокойненько сидите, тут люди гибнут, кругом полно духовных разных. Все только о духовном говорят, а делать хоть чего-нибудь не очень-то хотят. Вот я и сделаю хоть что-нибудь, а тут отдай за просто так всем. Нет, дудки.
Так определила же Анастасия. И тебе доход, я знаю, 3% от продажи масла. Да что мне эти несчастные 3%, когда за масло можно 300 получать? Я теперь цены знаю мировые, а продают его во много раз слабее по целебности. Я проверял, они не знают, как правильно его добыть. Теперь я знаю лишь один. Все подтвердилось, что она сказала. Нет в мире по целебности аналогов ему, но только если правильно все сделать. Да и наука тоже подтверждает. Паллас сказал, что оно молодость способно возвращать. И все теперь отдай за просто так. Вот дурака нашли. Я столько перерыл литературы, в архивы посылал людей, чтоб подтвердили, что она сказала. И подтвердили. На это тоже уйма средств ушла. Все проверял, а сразу поверить Анастасии ты не смог? Потратил деньги, время потерял из-за неверия. Да, проверял. Так, значит, надо было. Но теперь не буду дураком. Заря для всех. Ну надо же, заря. А я в заре так и останусь дураком. Я книжку написал. Все, как она просила. Я помню, как твердила она. Ты ничего не скрывай, ни плохого, ни хорошего. Смири гордыню свою. Не бойся быть смешным, непонятым. Я не скрывал, а получилось что? Я выгляжу в ней полным идиотом. Об этом и в глаза мне говорят, что бездуховен я, что многого не понимаю, и бескультурен, груб. И даже девочка 13 лет из Коломны написала в письме «Нельзя, мол, так». А женщина одна из Перми приехала так прямо у порога и сказала: «Хочу взглянуть, что в нем нашла Анастасия». Ничего не скрывай, ни хорошего, ни плохого. Смири гордыню свою. Не бойся быть смешным, непонятым. Все знала ведь она. Сама хорошая получилась в книжке. Так люди говорят. А я каким? И все из-за нее. Да если бы не ребенок, за дела такие и схлопотать она могла. Подумать только. Я искренне, как и просила, все писал. И мне же говорят, бесчувственный и трус. Конечно же, я полный идиот. Устроил сам себе такое. Послушался ее. Сам про себя такое написал. Теперь мне от позора не отмыться до конца дней своих. И после, как умру, все надо мной смеяться будут. Живучей эта книжка оказалась. Меня переживет. И даже если сам печатать перестану, так толку что? Подпольно уже штампуют тиражи. На ксероксах пытаются размножить. И вдруг осекся я, взглянув на старика. Из глаз его катилась медленно слезинка. Я рядом сел. Он молча вниз смотрел, потом заговорил. Пойми, Владимир, внучка Настенька предвидит много может, и ничего себе она не пожелала, ни славы, ни дохода. Счастье слава на себя взяла, опасности подверглась, но тебя спасла. И то, что выглядишь ты в книжке таким, как есть, ее заслуга. Это точно. Но не унизить этим, а спасти тебя она смогла, приняв при этом на себя громаду темных сил, одна, а ты в ответ ей. Боль, непонимание, раздражение. Подумай,
выдержать, легко ли женщине, которая лишь из любви творит. Что за любовь такая, когда любимый в дураках? Не тот дурак, кого так назовут, а тот, кто льстивый воспринимать слова как истину способен. Подумай сам, каким бы ты хотел предстать перед людьми, возвышенным над всеми, умным очень. И это все возможно было сделать в первой книжке. Но тогда гордыня, самость уничтожили б тебя. Немногим из просветленных даже удавалось противостоять таким грехам. Гордыня образ человека создает ненатуральный, и он живую душу затмевает. Вот оттого философы из прошлого и гении сегодняшнего дня немного могут сотворить, так как, лишь первый сделав штрих, теряют сразу самостью объяты то, что было им дано в начале. Но внучка Настенька пред лестью, преклонением, рождающим гордыню, заслон поставить умудрилась. Тебя теперь им не достать. Еще от многих бед она тебя спасает, и дух, и плоть твою оберегает. Напишешь искренних ты 9 книг. Земля любви пространством воссияет, и тогда, поставив точку в 9 книге, понять ты сможешь, кто ты есть. А что, сейчас нельзя сказать об этом? Кто ты сейчас, сказать нетрудно. Ты тот, кто есть сейчас. Ты тот, каким себя и ощущаешь. Кем станешь, знает, может быть, Анастасия, и будет ждать, живя любовью каждое мгновенье. А то, что трус ты, сидящие в квартирах говорят тебе, так это ничего. Ты с юмором бы к этому отнесся. И посоветуй им уйти без снаряжения на 3 дня в тайгу, с медведем выспаться в берлоге, для полноты ощущений с собой прихватить умалишенную. Ведь именно такой тебе, Анастасия, вначале показалось? Да, примерно. Так пусть же осуждающий и переспать попробует со спутницей своей умалишенной в глуши лесной, под волчье завыванье. Сможет, как думаешь? С какой-то хитрицей сказал старик. А я картину им нарисованную вдруг как представил, так захохотал, и мы смеялись вместе со стариком. Потом я у него спросил: Анастасия может слышать, что говорили мы? Она узнает все твои деяния. Тогда скажите ей, пусть не беспокоится. Я всем расскажу, как масло нужно получать, целебное из кедра. Хорошо, скажу, пообещал старик. А ты про масло помнишь все, что слышал от Анастасии? Да, думаю, что все. Так повтори. Благостных снов. Рахмет Бигзин за чтение. Чудесного отдыха. Благодарю. Ух, чудесно волшебных. Благостных снов, Илонка. И всем на всей земле. Благостных снов. Для напитка берем перец, огурчик возьмем, петрушку возьмем, шпинатик возьмем, листочек капусты брокколи тоже хочу взять.
Мокрицу тоже берем, а там уже салатик растет замен. Кропчик возьмем. Вот, красавец. Кориандр берем. И листочек свеклы возьмем. Корм для сегодняшнего напитка готов. Листик шпината, листочек капусты брокколи, трава мокрица, стебелек петрушки, перец острый, огурчик, укропчик и кориандр. Но запах у него мощнейший. И листочек свеклы. Наш изумительный, зеленый, солнечный, но очень витаминный из сада своего напиток готов. Желаю счастья всем. Доброе утро, Родина. Благодарю тебя, водичка, за утреннее омовение, за то, что ты есть